Почему пандемию коронавируса можно было предсказать еще 100 лет назад? Даже самые заядлые скептики не могли пройти мимо новости о том, что пандемию коронавируса можно было предсказать 10, 20 и 100 лет назад. Человечество пережило уже несколько смертельных пандемий. И все они, что очень любопытно, очень часто начинались или разгорались с новой силой именно в 20-м году каждого столетия. Все это заставляет задуматься, а нет ли здесь какой-то мистической закономерности? Некоторые даже говорят о проклятии 20-го года. Верить или нет, каждый решает сам, но исторические факты говорят сами за себя. Приятного просмотра. 1320. Черная смерть. Эта вспышка чумы считается самой масштабной в истории. Пандемия началась в Восточном Китае в 1320-х годах. Постепенно охватила Индию, а затем добралась до Европы. На своем пике в 1346-1353 годах она уничтожила от 30 до 60% европейского населения. Всего по миру от нее умерли около 70-100 миллионов человек, четверть живших тогда людей. Повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века. Разносчиком заболевания стали инфицированные палочкой Yersinia pestis блохи, которых переносили крысы на торговых судах. Из Китая мелких грызунов погнали катаклизмы, засуха и голод, нашествие саранчи, а затем дожди и ураганы. Медицинских способов бороться с чумой не было еще несколько столетий. Но именно тогда страдавшие от чумы европейские города придумали систему карантина. Все корабли, прибывавшие к их берегам из других стран, по 40 дней отстаивались на расстоянии, прежде чем разгружать товары. 1420. В 1420 году почти все источники описывают мор в разных русских городах. В это время на Руси одновременно распространились две формы чумы – легочная и бубонная. Среди особенно сильно пострадавших городов были Псков, Великий Новгород, Ростов, Ярославль, Кострома, Галич и другие. Смертность от мора была настолько высокой, что, по свидетельству источников, некому было убирать хлеб с полей, вследствие чего смертность от эпидемии была усугублена страшным голодом, который унес тысячи жизней. 1520. Черная оспа. Оспа – еще одно из заболеваний, отметившихся в древних хрониках. В настоящий момент многие ученые разделяют мнение, что вирус пришел с Ближнего Востока, а первые заболевшие заразились им от верблюдов. В IV-VIII веках эпидемия черной оспы поразила азиатские страны, особенно серьезно повлияв на демографическую ситуацию в Японии, в некоторых областях которой погибло до 70% населения. В средние века вирус добрался до Европы и быстро вошел в привычку у обывателей. Всего каких-то 100 лет понадобилось для того, чтобы практически каждый житель Старого Света успел переболеть этой болезнью. В 1520-х годах европейские исследователи и колонизаторы стали причиной первой эпидемии оспы в Америке. Привезенный ими вирус моментально поражал неподготовленный иммунитет коренного населения. Целые индейские племена навсегда исчезли с лица земли. 1620. Вспышка чумы в Северной Африке. Чума неоднократно поражала города Северной Африки. В 1620-1621 Алжир потерял от 30 тысяч до 50 тысяч жителей. 1720 год. Чума. В 1720-е годы всю Европу охватила эпидемия бубонной чумы, которую прозвали Марсельской. Именно в городе Марселе были зафиксированы первые жертвы заболевания. Ими стали члены экипажа торгового судна «Гран Сен-Антуан», которое 25 мая 1720 года прибыло в городской порт. Врачи посчитали, что эти 6 человек погибли в результате употребления некачественной пищи. Но вскоре начали погибать другие люди, включая нескольких портовых работников и членов их семей. Власти города пытались сохранить это в тайне, чтобы не вызывать паники, но число жертв стремительно росло. В начале и разгаре эпидемии не было ни одного случая выздоровления. Ситуация стала улучшаться лишь в октябре 1721 года, но к тому моменту марсельская чума уже успела унести жизни примерно 100 тысяч человек. В декабре того же года врачи объявили о прекращении эпидемии, хотя отдельные случаи заболевания фиксировались и позднее. 1820 год. Холера.
Спустя 100 лет человечество столкнулось с еще одной проблемой. Первой в своем роде холерной пандемией. Началась она вблизи индийского города Калькутты, но уже скоро распространилась по всей Юго-Восточной Азии, Восточной Африке и добралась до Средиземноморского побережья Европы. В результате пандемии погибли сотни тысяч людей, а может даже миллионы. Окончательно остановить распространение болезни удалось лишь спустя 7 лет, в 1827 году. Считается, что этому поспособствовали на удивление холодные зимы, из-за которых холерные вибрионы погибли в водоемах, пораженных эпидемией стран. 1920 год. Испанский грипп. Испанский грипп, или как его еще называют испанка, унес больше жизней, чем Первая и Вторая мировые войны вместе взятые. В период с 1919 по 1920 год, 18 месяцев, им заразились около 550 миллионов человек, а это 29,5% всего населения. Не зря испанка считается самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества, как по числу заразившихся, так и по числу умерших. Их насчитывают около 100 миллионов. До настоящего времени она считалась последней серьезной эпидемией и продолжает оставаться самой смертоносной. 2020 год. Коронавирус. В 2020 году мы снова столкнулись с вирусом. Эпидемия COVID-19 началась в Китае и уже охватила весь мир. Более 2,5 миллионов человек заразились, а число погибших выросло почти до 180 тысяч. Заболевание передается воздушно-капельным путем, а также через контакт с зараженными поверхностями. Основная его опасность заключается в том, что между инфицированием и проявлением первых симптомов может пройти от 5 до 14 дней. А иногда болезнь вообще протекает бессимптомно. Поэтому человек может даже не догадываться, что является разносчиком. В связи с этим в большинстве стран объявлен карантин и строгий масочный режим. Страны продолжают бороться, а любители конспирологических теорий пытаются каким-то образом объяснить подобную цикличность. Благодарю вас за просмотр и за каждый ваш поставленный лайк. Пишите свое мнение по поводу видео в комментариях. Вы были на канале «Самое-самое», меня зовут Роман. Всего хорошего.